Очень много разговоров идет о том, что татары были придуманы в свое время, в советское время. Кто-то говорит советское время, кто-то берет немножко раньше, там эпоху Шахбуина Мурджани, да, который чуть раньше был еще в царскую эпоху. И, собственно говоря, этого этноса до того, как его придумали, не существовало. Более того, часто заходит речь, например, со стороны башкирских ученых, которые навскид не всегда являются учеными, но так себя именуют. И получается так, что они применяют довольно интересный термин «ясачные чуваши», вот, которые говорят, что это как раз-таки и есть те самые современные татары. Я делаю передачу вот для татары мира о чувашах. Готовя эту передачу, я тоже столкнулся с этим вопросом, что существует некий термин, да, который действительно существовал, ясачные чуваши, которые многие действительно относят именно к татарам, именно сословия, с которого брался ясак. Насколько это верно? Вот расскажите нам вообще про эту интересную такую, об этом интересном термине ясачные чуваши. Ну, вначале хочу сказать, что я сам отношусь к очень почетной когорте маржанистов, потому что я много писал о формировании татарского этноса, татарской нации. И когда я анализировал вот те подходы, про которые вы сказали, они действительно существуют. И за этими подходами скрываются несколько политтехнологических приемов, которые у представителей разных этносов имеют разные цели. Вот скажем, почему казахи пишут о том, что в Средневековье были одни племена златоордынские, что эти племена есть у современных казахов, тем самым казахи оказываются наследниками прямыми златоордынских племен, и они начинают претендовать на все златоордынское наследие, забывая при этом, что в Золотой Орде, кроме кочевников, было большое городское население. Вот оно никуда не исчезло, в принципе, как бы осталось, скажем, в составе и крымских татар, и астраханских татар, и казанских татар, и у сибирских татар было оседлое городское население. И вот казахи при этом это стараются забыть. Я думаю, что в политических целях это выгодно для них, потому что они вот оказываются наследниками при таком подходе. Я, если позволите, вставлю. Вообще при Золотой Орде, насколько я знаю, была сформирована вот эта вот урбанистическая культура городская, то есть она даже стала в каком-то смысле причиной того, что Орда очень сильно ослабла там в период эпидемии и так далее. То есть отрицать этот факт, ну просто, наверное, довольно странно. Для нормального историка это все это понятно. В основном или люди не совсем грамотные вот на такую тему рассуждают, или политически ангажированные. Скажем, башкирская политтехнология, почему такой прием применяют? Для них важно застолбить все Приуралье только за собой. Там предки башкир были, больше никого не было. Хотя мы из источников знаем, что Приуралье было занято и златоордынскими группами, и там татары точно были, потому что источники говорят об этом. Вот это у них цель. А чувашские историки и политтехнологи, ну, в основном историки, они претендуют на булгарское наследие полностью. И как бы им важно вытолкать татар поволжских, которые имеют булгарский компонент, и у них есть претензии у татар на это наследие обоснованные. А вот чувашам хотелось бы владеть булгарами одним. То есть у каждого своя задача, и на самом деле, когда все это вкупе рассматриваешь, то понятно, что есть попытка ликвидации средневековых татар и претендовать на это наследие, средневекового татарского наследия. И вот как раз в этом плане очень важный вопрос связан с так называемыми ясачными чувашами. Но если кратко сказать, то мы из русских источников 16-го, середины 17 веков для территорий Среднего Поволжья, ну тогда еще был термин Казанское царство, тоже использовался термин, это территория бывшего Казанского ханства. Там в русских источниках фигурирует группа населения под названием ясачные чуваши. Это земледельское население, которое ясак платило, довольно многочисленные.
И это население, на самом деле, территориально располагалось не только там, где мы чуть попозже застаем этнических чувашей. Это население располагалось на территории этнической территории казанских татар, за Казани, например, или даже на Вятской земле, где арские татарские князья жили. Потом мы это население застаем уже в процессе его расселения в закамских районах, в том числе и в Восточном Закамье, территория современного Восточного Татарстана и Западного Башкортостана, но только до определенного предела. Вот этот термин на самом деле в песцовых переписанных книгах использовался со второй половины 16 по 30-е годы 17 века. Пережиточно даже попозже чуть использовался этот термин применительно к крестьянскому, оседлому и осадочному населению. Вот сразу скажем это. И вот для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело, с этническими чувашами или же с другой группой населения, мы должны посмотреть на некоторые интересные документы, которые сохранились тоже в русских летописях. Скажем, в 1469 году русские войска наступали, попытки взять Казань и посадить своего ставленника на Казанский престол. И там описывается, что они воевали на посаде города Казани, то есть фактически уже пригорода Казани. И там упоминаются две группы населения, которые обороняла этот посад, воевала с русскими войсками. Это первая группа называется татары, и вторая группа бесермены. Как бы две группы. И точно такую же картину мы можем видеть в русских летописях, где описывается поход некой группы. Но из других источников мы смогли выяснить, это казанцы. В 1429 году они воевали с русскими в направлении Галичи и Костромы. И вот русские потом в процессе наступления их прогнали. И там среди отступавших упоминается Али-Баба. Это казанский вотчич Либей, на самом деле, Алибей, хорошо известная фигура. И там и султан был с ним вместе, но воины, которые с ним сначала наступали, потом отступили, называются татары и бусурмоны, или бесермены. Вот две группы, очень интересные. И вообще деление населения Казанского ханства в предшествующий период Булгарского вилаята Золотой Орды на две группы весьма характерно для русских летописей. Этот вопрос в свое время изучал известный российский советский историк Тихомиров. И он пришел к заключению, что в русских летописях XIV века, когда описывается территория Волжско-Булгарского вилаята, постоянно упоминаются две группы – татары и бесермены. И он тогда еще пришел к выводу, довольно давно уже, что под бесерменами имеется в виду потомки булгар, а татары – это собственно, златоордынцы, которые имели, как сказать, политически господствующая группа, из которых состояли воины. А бесермены – это городское оседлое население, которое существовало на территории Волжской Булгарии как наследники булгар. Если я правильно понимаю, те татары – это как раз те, которые прискакали с Улуг-Мухаммедом, его, как говорится, эта военная часть. Да, похоже на то, но это попозже скажу конкретно, но похоже на то. Это деление населения на две группы именно применительно к Волжской Булгарии, к Булгарскому вилаяту, весьма характерно для русских источников за длительный период. Конечно, возникает вопрос, почему такое подразделение на две группы этого населения. Для ответа мы можем заглянуть в такие источники, как, скажем, высказывания татарских интеллектуалов. Например, у Мухаммедьяра, татарского поэта, мыслителя XVI века, есть очень грубые высказывания про татар, где он татар именует собаками. И в свое время историки казанские уже дали трактовку этому выражению такую, что на взгляд
просвещенного интеллектуала казанского, который вел осетлый образ жизни, был горожанином. Те кочевники, которые продолжали кочевать, и в принципе и в XVI веке кочевали они, татары, это вообще-то воины, но ведущие немножко другой образ жизни, они выглядели варварами. И вот он такую оценку дал. Но на самом деле, конечно, имеется в виду вот эта златоордынская группа, которая сформировалась еще со времен завоевания монголо-татарами Северной Евразии. Мы можем сейчас уже говорить, что это была значительная группа, и она продолжала кочевой образ жизни фактически до XVI века. Некоторые потомки этих златоордынцев и позже еще кочевали. Вот кочевая часть этого населения, она была воинским сословием, и они, согласно племенному клановому принципу, выстраивались и во время боевых действий, и поэтому к ним надо относиться как политически господствующая сила, из которых были чингизиды, беки, контролеры над территориями. А территории контролировались клановым образованием, клановыми войсками во главе со своими беками. И вот эта группировка, она фактически все время оставалась политически господствующей силой, в том числе и в татарских ханствах. Вот сейчас мы можем на основе одного очень интересного документа даже уже построить такую схему этнополитических реалий, применить к Казанскому ханству. Сохранилось в составе литовской метрики одно интересное сообщение. Это крымский хан Мухаммед Гирей отправил послание польскому и великолитовскому князю, польскому королю Сигизмунду. И этот документ относится к 1520 году. Он сейчас стал достоянием анализа и публикации этих данных. Это Вадим Трипалов сделал. Там очень интересное сообщение есть. Вот крымский хан отправляет сообщение, вовнутрь этого сообщения зашил другое послание из Казанского ханства. Казанские люди, знать, обратилась к крымскому хану Мухаммаду Гирею с просьбой прислать одного из султанов на престол Казанского хана. И при этом там сообщается, что казанцы имеют значительную силу военную, и там упоминаются Черемисы и Мордва, как участники, вот, возможно, участники боевых действий, но еще упоминаются 20 тысяч отецких детей, написано. Отецких детей. Это русское выражение. На самом деле Вадим Трипалов провел анализ, имеется в виду потомки татар, господствующей силы. Это вот огланы, то есть это как раз термин военный на самом деле. Огланы, которые имели военное формирование. Это племенные войска, которые обычно в русских источниках, когда речь идет об обычных боевых действиях казанцев, там упоминается обычно где-то 12 тысяч воинов. Это были конные войска, организованы на клановых принципах, но вот общее число их оказалось в 1520 году 20 тысяч человек. Я думаю, что это число мужского населения, старших возрастов, это воины. Вот это и есть татарское правящее сословие Казанского ханства на самом деле. Естественно, это были потомки тех татар, которые пришли с Улу Мухаммедом. И сейчас мы даже знаем, что с Улу Мухаммедом пришли в Казань где-то 2500 воинов. Из них вначале их было 3000, 500 тысяч ушли в Касимское ханство, образовали вместе с Касимом, а вот оставшиеся воины, они как бы в течение длительного времени себя воспроизводили. И к началу вот к 20-м годам 16 века мы имеем такую воинскую корпорацию. И эта корпорация, на самом деле, если иметь еще их потомков по женской линии, еще недорослей, мальчиков там, это где-то, я думаю, что тысяч будет где-то умножаем на 5, не меньше, где-то 1100-120 их было, я думаю.
Вот это и есть татары Казанского ханства. Они, конечно, во время взятия Казани очень сильно пострадали, потому что служилые татары фактически легли костьми, обороняя Казань. От них осталось не так много людей, но, тем не менее, сохранилось определенное число. И мы вот, когда видим песцовые переписные книги Казанского уезда уже 16, начала 17 веков, мы постоянно видим, эти татары служилые были одновременно помещиками. У них поместья были, а кроме них были ясачные крестьяне, которые уплачивали сначала в казанскую казну хана ясак, потом стали платить такой же ясак в русскую казну, московскую казну. И вот две группы населения. Вот русские как раз ту группу, которые не были служилыми татарами, называли ясачными чувашами. Несколько причин, может быть, того, почему они именовались ясачными чувашами, но могу сразу сказать, что это население было мусульманским, мы знаем по источникам, и, конечно, оно было татароязычным, потому что сохранились надгробные памятники. На надгробных памятниках периода Казанского ханства никаких булгарских следов языка нет. Это кипчакский язык, то есть в языковом отношении это население уже было давно переработанное, кипчакоязычное, ну, можно сказать, татароязычное. Но вот специфический термин «ясачные чуваши», конечно, во-первых, указывает, что это было определенное сословие, ясачники, земледельцы, фактически, пахари. И вот один из татарских лингвистов, уже ныне покойный, очень хороший лингвист был, Рифкат Ахметьянов, доказал, что термин «сувас», «чаваш» означает земледельцев-пахарей, крестьяне, если по-другому выразиться. И вот отсюда мы начинаем понимать, почему русский источник более раннего времени по отношению к ним применяли термин «бессременные». Это аналог русского термина «христиане» по отношению к русскому населению рядовому. Крестьяне, оттуда вот термин возник. А для более раннего времени вот этот термин «бессременный» на самом деле означал вот как раз это простонародье, которое жило земледельским, ремесленным трудом, в городах тоже жило. И мы даже вот знаем, что сразу после взятия Казани в 1565 году была перепись и казанского городского населения, и мы там тоже видим, наряду с татарами, это же городское население, но чувашское. Оно, конечно, в городах не было крестьянским населением, это ремесленники были, городское сословие, но немножко иного происхождения, чем, собственно, татары. И вот если таким образом пойти к другим татарским ханствам, мы там точно такое же состояние видим. Везде население татарских ханств делилось на две группы, на два сословия. Но очень часто вот наши аналитики из других регионов не хотят признать этого факта и говорят, а ведь наименование татара не использовалось. Во-первых, как я уже сказал, использовалось по отношению к определенной части населения. Во-вторых, очень часто татары скрывались за другими понятиями. Вот когда мы видим документы, которые связаны с Казанским ханством с середины XVI века, еще до взятия Казанского ханства русскими, русские летописи перечисляют группы населения, и они вот так начинают. Или хан, или какой-то улан во главе. Дальше упоминается князья во главе с ширинами. И дальше сообщается, что кроме князей были еще мурзы, то есть из того же рода, и дальше казаки, ички, внутренние казаки и внешние казаки упоминаются. Мы это же население застоим и после русского взятия, потому что вот те группы татар, которых я сказал, помещики, это и были сидевшие в деревнях, это и были вот эти казаки, служилые татары на самом деле. Поэтому никуда они не делись, эти татары. Когда их не именуют общим наименованием татары, вот они скрываются за этими конкретными группами татарской знати. Фактически эти татары остались везде, где были татарские ханства. Скажем, применительно к Касимовскому ханству мы прямо знаем там упоминание конкретных татарских групп. Но вот в Касимовском ханстве, скажем, татары только состояли из служилых групп.
Там ясачников не было. Ясачники были, но они были из других народов, из Мордвы, например. Они эксплуатировали там Мордву. В некоторых случаях, скажем, если мы уходим в сторону Западной Сибири, к Сибирскому ханству, там мы можем даже внутри татар видеть две группы, но на самом деле ясачники, которые вот в Сибирском ханстве были, они часто называются иштяками. То есть это показывает их былое происхождение от других этнических групп, но они уже были ассимилированные. И вот я думаю, что надо подходить к этой проблеме более концептуально, и тогда мы увидим, что татарское население, которое имеет происхождение из златоордынских татар, оно продолжало существовать во всех ареалах господства татарского политического класса, во всех ханствах. И это население, оно на самом деле было как бы не очень привязано к конкретным ханствам. Это было население, которое проживало на всей территории бывшей Золотой Орды. И такая закономерность существовала, что крестьяне не могли никуда уходить. Вот черный люд был привязан к земле. Они имели земельные угодья, а татары, которые были воинским сословием, они могли из одного ханства в другое перебираться. И такое и происходило часто. Вот, скажем, мы даже на конкретных примерах татарских это можем увидеть. Вот знаменитый татарский дастан Чура-Батыр, про который мы еще будем иметь разговор отдельный, он показывает, что Чура Нарыков, он был из клана Аргын, согласно Дастану. В Крыму побывал, потом где-то под Астраханью был, потом по пути заглянул в Касимское ханство, по контексту видно, даже в казахские степи заходил. И вот на самом деле это показывает, каким образом вот эти военные татары, организованные согласно клановому принципу, они могли переходить со своими дружинами, кланами из одного ханства в другое. И поэтому татарское сословие, правящее сословие, было таким внегосударственным, как бы оно им принадлежала вся территория вот, шингизидская. И когда вот идет попытка ликвидации этих татар, на самом деле надо иметь в виду, что их ликвидировать невозможно, потому что это был класс, феодальный господствующий класс. И когда татарам приписывается вот одно, скажем, со стороны башкирских политтехнологов, ясачно-чувашское происхождение, на самом деле отрицается наличие у татар феодального класса. И как бы феодальный класс же это политический господствующий класс. Они же создавали культуру средневековую. Они же были в городах основным таким населением, которое держало всю власть. И при этом попытка ликвидации вот этого класса, это есть на самом деле попытка принизить социальный статус татар. И я понимаю башкирских политтехнологов, но что они хотят, мне абсолютно ясно, но зато я одновременно понимаю, что эта попытка вненаучна. Исторические данные показывают совершенно другую картину. А вот по отношению к некоторым недостаточно научно подкованным казахским историкам я могу сказать, что наличие кланового деления Золотой Орды вовсе не говорит о том, что у этого кланового сообщества не было этнического самосознания. Оно было. И вот одним из свидетельств является Кодекс Куманикус. Это источник латинского происхождения 1303 года. Это вот европейцы фактически создали такой словарь, где татарские термины переведены по латыни. И там есть очень интересное высказывание по поводу того, на каком языке златоордынцы говорили. Язык общения назван татартеле, татарский язык. Если население, язык которого назван татарским, существовало, то кто же был носителями, как не татары? Это вот классический пример, доказательство того, что здесь, кто отрицает вот эти реалии, он на самом деле не понимает тех процессов, которые происходили в златоордынском обществе. И вообще, вот я думаю, что для Средневековья сословные деления были характерны во всех государствах, что европейские, что и азиатские. И Золотая Орда не была исключением. В Золотой Орде как раз вот господствующее политическое сословие, оно же татары, это было клановое сообщество,
но тем не менее, кроме вот этих клановых образований, существовало в Золотой Орде и большое городское население, которое, скорее всего, было уже вне клановым, оно состояло из выходцев из состава разных кланов. Может быть, там и старые насельники присутствовали, скажем, где-то потомки хазар, где-то потомки булгар, где-то потомки готов, как вот в Крыму, где-то потомки, скажем, там, угров, как в Сибири. Но они все были переработаны вот этим господствующим классом и в конце концов стали татарами. Поэтому я думаю, что на самом деле проблемы ясачных Чувашии, которые вот очень часто встречаются и перед краеведами, они вот открывают документ, там бац, видят, документ связан с татарами, 1600 какие-то годы, а там предки написаны ясачные Чуваши. И они начинают тут скрести в затылке и думать, что это у них предки были чувашами. Не было такого. Это было тюркское население, старое население, булгарского происхождения, но уже вобравшее в себя и кипчакские элементы, то есть переработанные. И вот это население надо расценивать как составная часть татарского этноса. А что касается вот обвинения нас в том, что мы следуем Маржани, который создал татар, на самом деле надо четко понимать, что в развитии этносов бывает период формирования наций. И Маржани никаких татар не создавал, он создавал национальную историческую науку, национальную историографию, и он маркировал все группы, которые жили вот на определенной территории, этим общим этнонимом, который шел в Средневековье и был характерен для всех групп. И он просто говорил, что необходимо забыть старый конфессионе, мусульмане, что он не имеет этнических границ. И поэтому вот то, чем занимался Маржани, это формирование национального самосознания. То есть это следующий этап развития этносов после средневекового периода. И поэтому те политтехнологи, которые не хотят это понимать, просто они абсолютно неграмотны и не понимают исторического процесса и не знают такого понятия, как формирование национальных общностей. Я думаю, что мы этим путем идти не будем и будем анализировать вот разные этапы формирования татарского этноса, где есть свои особенности, их мы должны показывать. Спасибо.